И вновь недоброжелатели Чечни апеллируют несуществующими проблемами, представляя регион чуть ли не эпицентром громких происшествий. Судя по всему, им нечем обратить на себя внимание, и помогает только имя жителя Кинхи, мнение которого здравомыслящая общественность давно всерьез не воспринимает. И вот очередная новость. Все сообщения ссылаются на некую пресс-конференцию. Впрочем, ближе к вечеру «Новая газета» сама раскрыла все карты, сообщив в статье, что редакция вместе с Ганушкиной и Human Rights Watch стала организатором встречи. Почему они не защищают тех, кто живет в Москве или в Питере и так далее? Они там живут. И они там нормально имеют отношения со своими региональными властями. А может быть, оттуда и гранты получают. С ними ругаться они не хотят. Обсуждать реальные проблемы тоже не хотят. Защищать конкретно людей, может быть, которых они и знают лично, тоже не хотят. Защищая якобы интересы жителей республики, находясь за несколько тысяч километров от нашей республики, ну, вы знаете, видели хоть одного человека, которого они защитили, которому они помогли. Вы не найдете. Ни одну организацию вы не найдете, которым они помогли. В теории журналистики пресс-конференция – это самая открытая форма подачи информации, но это была чрезвычайно загадочная, и знали о ней лишь определенные СМИ. Насколько объективными можно считать заявления, опубликованные в таком ограниченном кругу лиц, и какова их цель, ответ на этот вопрос очевиден. Нурдин Ухажиев считает, само выступление и имена его организаторов не вызывают удивления. Конец года требует решительных мер для получения новых грантов и денег от, так сказать, зарубежных инвесторов. Цель и задача пятой колонны, естественно, в конце года они любыми способами должны получить крох из барского стола на 17-й год. А Джалалдинов, он несчастный человек, бедолага, безграмотный, он вообще не представляет, в чьих руках он оказался. Непосредственное участие в новых интригах принимают известные организации Human Rights Watch со штаб-квартирой в Вашингтоне и «Гражданское содействие», чьи интересы представляет Светлана Ганушкина. Первые проблемой коррупции не занимались аж с 2014 года. Неужели ситуация в Чечне, и то нереальная, а представленная со слов сомнительных источников, самая вопиющая? Видимо, возможность вновь заговорить о республике и получить политические дивиденды стала для обеих большой мотивацией. Что неудивительно, ведь и «Гражданское содействие» еще в прошлом году было внесено в реестр организаций, исполняющих функции иностранного агента. Правозащита – это не просто так ловить каких-то людей, заставлять их говорить какие-то чудеса, придумывать какие-то легенды. Почему именно Чечня? Вот мы хуже живем. Или у нас больше коррупции, или у нас больше нарушений прав? По-моему, нет. Есть очень серьезные дела, которыми мы должны заниматься. Я их к этому призываю. Почему для правоборцев мнение Джалалдинова становится таким авторитетным и так легко нивелируются комментарии сотен жителей Кинхи, которые говорят обратное? Действия скандально известного односельчанина не раз становились поводом для схода граждан. Причем все кинхийцы в один голос утверждают, им стыдно за выходки своего соседа. Ведь из-за заявлений одного неблагодарного человека создается впечатление, что недовольно все село. Хасмухаммад Хаджи Абубакаров помнит, как на самом деле все происходило. Богослов рассказывает, что Джалалдинов очень переживал за свои высказывания и искренне сожалел о том, что поспешил с заявлениями. Старейшина уверен, что обвинения, озвученные в этой пресс-конференции, очередной результат давления со стороны сил, преследующих корыстные цели. Он сам, наверное, что-то сказать, наверное, не в состоянии был. Но есть такие акцентированные личности или такие психопатизированные личности, у которых нет достаточно ориентировки в социальных вопросах, и это аномальные личности, они могут любую сторону очень легко могут привлекать такие злоумышленные, такие политические клеветники или вот такие люди, которые только зла желающие для окружающих, вот такие люди могут использовать таких людей. Магди Камалов, учредитель газеты «Черновик». Это издание, на сайте которого впервые появилось видеообращение Джалаладдинова к президенту страны. По словам журналиста, он лично общался с кинхийцем. Он говорит, что никакого давления на Джалаладдинова оказано не было. Все, кто следил за этой ситуацией, удивляются бурному воображению авторов статей. В лучших традициях приключенческих романов.
Такому антуражу позавидовал бы сам Дюма. Например, некоторые издания пишут о каких-то условиях, предъявленных Джалаладиновым, которые чеченские власти не выполнили. Хотя этих условий не было и в помине. Ведь Джалаладинов сама лично признал вину. О каких требованиях с его стороны может идти речь? Также Рамазан заявил, что после возвращения не раз пытался достучаться в кабинеты чиновников, но ему никто не ответил. Тем более, что ряд должностных лиц был готов к разговору с ним. Утверждение, как минимум, выглядит странно, учитывая факт его свободного передвижения по всему региону. Успевал даже давать интервью местным телеканалам. Не было какого-то принуждения или каких-то обязательств, чтобы он говорил что-то или восхвалял Рамзана Ахматовича, или как-то каких-то унизительных вещей не было. Там был обычный дружеский диалог. И на этом диалоге каких-то требований у Рамзана к тому, что я требую первое, второе, третье, такого не было и быть не могло. Тем временем жители Дагестана уверены, что Джалаладинов стал марионеткой в руках тех, кто совершает жалкие попытки разрушить многовековую дружбу братских народов. «Новая газета», судя по активным публикациям, самая заинтересованная в этом лицо. Мое мнение, что сейчас в своих корыстных целях, видно, его люди тоже толкают на это. Кто-то на этом зарабатывает себе какие-то баллы, а этот человек, он не понимает этого. И на поводу их вот такие вещи делает. Газета с иронией говорит о том, что сделано в селе, назвав это масштабными строительно-восстановительными работами в кавычках. Между тем, есть ли хотя бы один пример такой массовой реконструкции в любом из регионов России? Люди, проживающие в аварийном жилье, десятилетиями дожидаются переселения из-за бюрократических проволочек, в то время как в Чечне счет идет на недели. Съемки камер операторов различных телеканалов. Либеральные СМИ любят упрекать чеченских журналистов в необъективности, но как быть, если все слишком очевидно? Не могли же мы нарисовать окружающую действительность? Далее. Редакция обвиняет руководителя оперштаба по восстановлению района Мусу Дадаева, что он даже не приехал на место, хотя весь оперативный штаб фактически жил в Шаройском районе во время проведения строительных работ. Оцепление дома, которое издание преподносит как факт, не подтвердили даже члены его семьи. О чем еще можно говорить? Остается только радоваться, что ведомый Джалаладинов не попал в руки более страшных вербовщиков. Учитывая все происходящее, трудно представить, как могла бы сложиться его судьба в подобном случае. Возможно, когда «Новая газета» и так называемые правозащитники устанут спекулировать его именем и будут спокойно обходиться без него, уже ненужный им уроженец Кинхи узнает, кто водил его, как говорится, за нос, а кто на самом деле желал ему добра. Ни один из его нынешних «защитников» в кавычках не сделал ничего, чтобы хоть как-то улучшить жилищные условия, на которые он жалуется. Ну а Кинхи, с которого все начиналось, является одним из самых отдаленных населенных пунктов. Но даже несмотря на это, руководство региона обеспечило строительство и открытие необходимых социальных объектов, условия, о которых мечтают во многих провинциях. Но почему-то жизнь в других российских деревнях этим правозащитникам не интересна. Зураб Центроев, Рамзан Керимов и Джамал Хаджалиев. Новости.